Чао а тутти! Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Мамма Мия Красотка Сардиния, где мы с вами путешествуем по красивейшим местам острова, наблюдаем прекраснейшую природу, которая, как я уже сказала, привлекает не только туристов, но даже перелетных птиц. Такая белая лароча. Она может встретиться прямо в дороге. 15 миллионов лет назад это было морем, и внутри нее по сей день скрыто немало тайн. А сейчас проезжаем древнюю базилику, средневековую церковь на автостраде Темпио-Сасари. Еще найдем вот такой веселый плакат. 15 марта можно попасть на корриду. Но если в Испании бегут быки, то посмотрите, на Сардинии бегут козы. Уверена, что будет супер милое зрелище. Как и то, что мы наблюдаем с вами сейчас. Стадо осликов, которые пасутся, отдыхают возле дороги в сторону прекрасного парка Платамона. Куда мы и направляемся? Но прежде, конечно, остановимся. Полюбоваться, почесать. Хорошо бы дать что-нибудь вкусненькое, но ничего у нас с собой не было. Этим прекрасным добрым азино. Азино – это осел, в переводе с итальянского. Вот поэтому всегда я советую передвигаться по острову на машине, чтобы была свободная возможность остановиться и погладить или угостить не только прекрасных осликов, посмотрите, какая нежность, но еще и увидеть, например, диких козликов на острове Капрера, которые тоже часто гуляют вдоль дороги. Остановиться в панорамных местах, на возвышенностях, особенно при прекрасном закате. Автобус – это хорошо, но автобус не остановится по вашему требованию. Эти чудесные азини, ослики купаются в солнечных лучах. Единственное, что мне не нравится – это колючая проволока. Но в то же время она уберегает их от выхода на оживленную трассу. Потому что, к сожалению, на оживленной дороге водитель не всегда может заметить какое-то прекрасное животное. На Сардинии часто жертвой больших дорог становятся лисы, маленькие чудесные кролики, иногда даже мышки. Поэтому лучше не гнать с бешеной скоростью. К тому же нужно учесть дорожный серпантин. Повороты здесь – это то еще испытание. Если вас укачивает, как и меня в дороге, щедро запасайтесь ксамамином. И вот мы наконец добрались до прекрасного парка, который называется Платамона. С одной стороны прекрасный, зеленый и практически всегда залитый солнцем, безветренный парк, куда мы с вами совершим сегодня небольшую прогулку. И секрет этого парка в затишности от ветра. Здесь в любой сезон очень приятно. Дубы и можжевеловые деревья с соснами окружают, окаймляют красиво довольно большой залив, к которому здесь ведут все дороги. Они так тоже эстетично оформлены. А вот с другой стороны парка есть белоснежный пляж с шикарной длинной береговой линией и уютными ресторанчиками, которые находятся на пляже. В этом парке хорошо получать солнечные ванны осенью, зимой или весной. В парке очень много скамеечек, где можно улечься, послушать чудесную трескотню кузнечиков. Именно здесь я сняла свое первое видео, если следите за моим каналом. Такое романтическое место с высокой травой, макушки которой подняты к солнцу. Вся природа им наслаждается, и человека эта картина умиротворяет, дает больше, пожалуй, понимания, для чего мы живем на этой земле. Для того, чтобы радоваться этому солнцу, чувствовать его лучики на своей коже, видеть вот такие необычные стволы деревьев, как будто это белье, которое выжимал какой-то великан. Перед нами довольно древнее дерево можжевельника. И я уже говорила о том, что в сочетании с хвойными испарениями испарения чистой соленой морской воды дают такой чистейший воздух, который называют иногда метафорически голубым воздухом, говоря, что его даже можно пить. Об этом я рассказывала по дороге, утопающей в прекрасном сардинском закате, от пляжа Кала Наполитано. И здесь я видела людей, которые отдыхают на лавочках, кто-то даже лежит и спит, кто-то читает, кто-то гуляет с детьми, кто-то приходит сюда всей семьей с миленькими собачками. Место очень приятное. Вот мы видим, люди отдыхают с мячиком. Лучики солнышка такие сильные, прямо пронизывают всю эту зелень такими коридорами света. И мы выходим на самую большую площадку, к заливу, где можно наблюдать прилетающих сюда различных птиц. Ну вот фламинго здесь нет, но наша подруга
Пассионата Дали Учели, страстно любящая птиц, видела здесь его, Il Pollo Sultano. Это редкая птичка, которая очень боится людей, и большая радость ее увидеть воочию в таких местах. Помним, что сейчас зима, Il Pollo Sultano здесь был летом. Но надо сказать, что это не зависит от сезона, а зависит от спокойствия. Если приходит много людей, то, конечно, диких птиц мы увидим меньше. Но вот птиц, которые в основном-то не боятся человека, мы здесь увидели. Левая сторона залива просто была ими усеяна, потому что сейчас у них очень важный период, брачный сезон. Это игабиани, то есть чайки. В такой важный период жизни они, как правило, довольно шумные, голодные. В силу этого часто могут в поисках еды патрулировать террасы людей. А вот летом я здесь видела, посмотрите, кого. Это было в августе. Черепашек. И их здесь было даже 3. Они тут соседствовали с большими карпами. И вместе с этими огромными карпами черепашки конкурировали за еду. 3 черепашки я увидела. И все они с удовольствием поедали хлеб, который бросали им приходящие сюда люди. Обычно дети в восторге от такого мероприятия покормить черепашек. Поэтому если вы летом с детьми путешествуете здесь, живете в окрестностях Сасари, то я вам советую вечером заглянуть сюда. Можно позагорать сначала на пляже через дорогу. Там еще есть такой живописный сосновый бор. Кстати, на каждой дорожке парка лежит вот такая сеточка. Видимо, это помогает сохранять дорожки ровными и ходить по ним более удобно, когда каблуки не втыкаются в песок. Ну и для любой обуви это удобно, стоять на твердой почве. И мы идем на следующую дорожку. Если смотрели мои видео, то сейчас поняли, что делает мой муж. Он включает звуки того самого редкого Il Pollo Sultano. Звуки красивой редкой птички. Но вот ответа мы так и не получили. Посмотрите, какая красота. Такая вдохновляющая на жизнь, на какую-то творческую деятельность картина, напоминающая нам о том, как хорошо жить, видеть, чувствовать солнце. Кстати, психологи советуют хотя бы по несколько минут в день получать дозу витамина D. Смотреть на солнце прямо без солнечных очков. Это дает некий заряд энергии. Жить, творить, благодарить, выходить гулять, дышать свежим воздухом. Убрать свои заморочки и бессмысленные волнения, погони за искусственно созданным, а наблюдать натуральную красоту. Дикой орхидеи, например. Красоту нежных отношений матери и ребенка. Чтобы не спрашивать у мира, почему он так жесток, а подумать, а что сделал я конкретно сегодня, сейчас, чтобы мир был добрым. Я ему улыбнулся, я улыбнулся ребенку, я погладил какое-то прекрасное животное, я сказал хорошие, добрые слова людям, чтобы они тоже мне их подарили. Я заметил сегодня прекрасные лучи солнца, которые осветят и мне в том числе. Мир становится лучше именно с нас, с нашего отношения к нему. Друзья, давайте смотреть на природу, на людей добрыми глазами, думать о том, как отзываются наши слова, наше личное настроение на всем окружающем. И пусть оно будет прекрасным, солнечным, радостным. Пусть этот мир будет к нам добрым. Всем желаю замечательных выходных, замечать больше хорошего, концентрироваться на том, что нам лично приносит радость. Давайте не впускать нехорошие, недобрые мысли, чистить наши головы от них, искать источники вдохновения, беречь себя и близких. Всем добра! Бесконечно благодарна вам за компанию. Нас провожает такой закат на одном из моих любимых пляжей города Боза Канемалу. О нем на канале есть отдельное видео. Надеюсь, вам тоже нравится. До новых встреч на моем канале. Чао!